Отдаленными колоннами проходили участники парада мимо Ленинского мавзолея. Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Он имел огромное значение для поднятия морального духа всей страны, показав миру, что Москва не сдается и боевой дух армии не сломлен. Это был первый парад в годы Великой Отечественной войны. Участники уходили на фронт прямо с Красной площади. Теперь, отдавая дань памяти их героизму и мужеству, по брусчатке чеканят шаг внуки и правнуки победителей. Торжественным маршем прошли более 3000 военнослужащих, суворовцев и воспитанников кадетских отрядов. В реконструкции марша приняли участие более 35 единиц исторической техники. Среди них танки Т-34, Т-60, тачанки, знаменитые «Катюши» и вот такие полуторки, которые называли машинами победы. Это и есть легендарный, который полуторка, да. Ну, она выпускалась полуторка с 32 по 49 год. Ну, это которое самое было популярное в Ладоге, в котором озеро проходили. Большинство «Катюш» стоит на нем. Были также на ЗИСах, на пятых, их видели сегодня на параде. Вот. И именно вот этот Студебекер, он найден в Смоленской области, в лесу. С рамы восстановлен полностью до ходовой части. Также установка была спасена, ее хотели сдать в металлолом, ее выкупили. Немцы называли ее сталинским органом. Из-за того, что когда ракеты летят, они производили такой рев, и, соответственно, туда, куда ракеты попадали на площадь, практически ничего не оставалось. Там, кто выживал, они просто теряли рассудок. Военный парад на Красной площади 7 ноября был традицией и главным событием празднования годовщины революции. Но в 1941 году, когда немецко-фашистские войска стремительно продвигались по территории Советского Союза, было не до парада. Сначала, когда было предложено провести военный парад, все замолчали. Но после паузы прозвучало единодушное «да». Конечно, это поднимет дух войск и тыла. Показали то, что было. Это наша история, ребят. Это наша история, никуда не денешь. Но потом же наша история, видите, в чем дело. Тогда же был Советский Союз, тогда был и Киргизстан, и тогда же были 11 республик Советского Союза. Это все вспоминать с таким людям, как я, в моем возрасте, мы вспоминаем, что мы же все были когда-то в одном союзе, братья. Спустя 78 лет здесь вновь пронесли штандарты фронтов Великой Отечественной и знамена, под которыми шла оборона Москвы. Была гордость за своих соотечественников, гордость за таких же, как мы, кадет, гордость за страну, за то, что мы победили в Великой Отечественной войне. Как свидетельствуют историки, Гитлер пришел в неописуемую ярость, когда узнал о параде на Красной площади. Он бросился к телефону и потребовал соединить его с командующим ближайшей к Москве бомбардировочной эскадрой. Он дал команду разбомбить парад, во что бы это ни стало. До Москвы не долетел ни один бомбардировщик. Как сообщили на следующий день, на рубежах города силами 6-го истребительного корпуса и зенитчиками противовоздушной обороны Москвы было сбито 34 немецких самолета. Мирбек Молдакунов, Эльдияр Асанбаев, Ала-То 24, город Москва.